Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. Перед микрофоном Сергей Бриштель и наш гость из Минской Церкви Воскресения Сергей Дрозд. Сегодня мы поговорим о нашем служении Богу. Для кого-то эта тема далекая, для кого-то, напротив, очень близкая. Но каждый христианин, испытав в своей жизни благодать Христа, призван от сердца служить Господу. На что стоит обратить внимание? Об этом и поразмышляем. Тема «5 аспектов служения». Дорогие друзья, присоединяйтесь. Научи меня, Боже, мудрости из Твоей, что исходит вечности, чтоб духовной не знал я скудности, чтобы дни не провел в беспечности. Дай служить Тебе не из скорости, не из выгоды, не из зависти, но по-доброму зову совести, ради истины, ради благости. Дай служить Тебе не из скорости, не из выгоды, не из зависти, но по-доброму зову совести, ради истины, ради благости. Чтобы славил Тебя до старости, дай душе моей легкокрылости, чтоб всегда в непрестанной радости воспевал Твои Божьи милости. Дай служить Тебе не из скорости, не из выгоды, не из зависти, но по-доброму зову совести, ради истины, ради благости. Дай служить Тебе не из скорости, не из выгоды, не из зависти, но по-доброму зову совести, ради истины, ради благости.
Когда-то апостол Павел сказал: «Подражайте мне, как я Христу». И действительно, апостол Павел остается для нас примером во многом. И в отношении того, как нам иметь отношения с Богом, и в отношении служения. И я хотел, чтобы мы сегодня поговорили именно об этом на основании книги «Деяния апостолов», 9 главы. Мы прочитаем с 10 стиха. «В Дамаске жил ученик по имени Анания. Господь сказал ему в видении: „Анания“. «Да, Господи», — ответил тот. Господь сказал ему: «Пойди на улицу прямую в дом Иуды и спроси там человека из Тарса по имени Савл. Он сейчас молится». И в видении он видел человека по имени Анания, который пришел и возложил на него руки, чтобы он прозрел. Анания ответил: «Господи, я от многих людей слышал об этом человеке, о том, как много зла он причинил Твоим святым в Иерусалиме. И сюда он пришел, получив от первосвященников полномочия арестовывать всех, кто призывает Твое имя. Но Господь сказал ему: „Иди, потому что человек этот мое орудие, которое я избрал, чтобы возвестить имя мое перед язычниками, перед царями и перед народом Израиля. Я покажу ему и то, сколько ему предстоит пострадать из-за моего имени“. Анания пошел, вошел в тот дом, возложил на Савла руки и сказал: „Брат Савл, Господь Иисус, который явился тебе на твоем пути сюда, послал меня к тебе, чтобы ты опять мог видеть и был исполнен Святым Духом“. В тот же момент будто чешуя спала с глаз Савла, и он прозрел. Он встал и принял крещение, затем поел, и к нему вернулись силы. Савл провел несколько дней с учениками в Дамаске и сразу же начал возвещать в синагогах о том, что Иисус – Сын Бога. Все, кто его слышал, удивлялись и говорили: «Разве он не истреблял в Иерусалиме призывающих это имя? И разве он не пришел сюда, чтобы арестовывать их и вести к первосвященникам?». Савл проповедовал все с большей силой и приводил в замешательство живущих в Дамаске иудеев, доказывая, что Иисус Христос. Когда же прошло немало дней, среди иудеев был заставлен заговор с целью убить Савла. Однако Савлу стало известно об этом. Заговорщики день и ночь сторожили у ворот города, чтобы убить его. Но и ученики ночью взяли и спустили его в корзине по городской стене. Савл пришел в Иерусалим и пытался присоединиться к ученикам, но они боялись его и не верили, что он тоже ученик. Варнава же привел его к апостолам, рассказал им о том, как Савл на пути встретил Господа, как Господь говорил с ним, и как в Дамаске он смело проповедовал во имя Иисуса. Савл пребывал с ними некоторое время и свободно ходил по Иерусалиму, смело проповедуя во имя Господа. Он часто беседовал и спорил с грекоязычными иудеями, и те пытались убить его. Когда братья узнали об этом, они отвели Савла в Кесарию и оттуда отправили в Тарс. Итак, главной темой нашего разговора будет служение. Именно с него начинается наша история, после того, как Павел обратился, и им заканчивается, впрочем, как и вся дальнейшая жизнь Павла. Именно сопряжена будет со служением. Мне очень нравится, как начинается рассказ о том, что делал Павел после того, как пробыл 3 дня в посте и молитве. Сказано: «И сразу же, то есть тотчас, он начал возвещать в синагогах о том, что Иисус – Сын Божий». Можно сказать, все последующие события в служении Павла будут нести в себе отголоски этого первого опыта служения, о которых мы прочитали в нашем тексте. Мы выделим из этого первого опыта 5 аспектов, которые станут характерными для всей жизни Павла, и они же могут быть примером для нас сегодня. Итак, первый аспект – прозрение, по-другому – евангельское служение. Служение Павла предшествовало прозрению, и это больше, чем просто возвращение утраченного зрения. Павел был слеп, но он прозрел. Поскольку он познал истину, он встретился с истиной. Павел несколько дней после своей драматической встречи с Иисусом находился в его присутствии. Господь так сказал об этом времени, он сейчас молится. Я думаю, это было время глубокого переосмысления всей своей жизни, своих отношений с Богом. Позже Павел так опишет то, что он приобрел в дни своего прозрения. В послании к Галатам он об этом говорит: «Братья, я хочу, чтобы вы знали, что благая весть, которую я вам возвещал, не является чем-то человеческим. Я не был научен ей людьми и не получил ее от людей, но я получил ее через откровение Иисуса Христа». Можно сказать, все служение Павла имело в своем основании Евангелие. Я не только говорю о содержании той вести, которую нес Павел людям. Я говорю о ясном осознании того, что Господь сделал для Павла. Он помиловал его, простил его грехи,
оправдал от вины и усыновил, явил ему благодать, то есть незаслуженное расположение Бога к нему. И все это стало возможным благодаря тому, что Иисус сделал на кресте, когда Он взял на себя Его и наши грехи. Сегодня многие говорят о личной идентичности. В этом смысле вашей личностной идентичностью не может быть ничто иное, и даже ваше служение, но осознание себя человеком, помилованным Божьей благодатью. Если хотите, идентичность по Павлу выражена двумя словами – «во Христе». Такая идентичность дает крепкость вашей жизни и вашему служению даже тогда, когда в вашей жизни и вашем служении будет не все в порядке. Поэтому нам, друзья, нужно прозрение, нужно понимание, кто мы есть. И мы есть во Христе. Следующий аспект контекста для служения — это Божий народ. И мы можем говорить о совместном служении. Мне кажется, Анания незаслуженно забытый герой веры. Ведь именно этот наш брат был первым, кто пришел к Павлу. Притом для этого ему изрядно понадобилось смелости, ведь Анания пошел к тому, кто направлялся в Дамаск преследовать таких, как он. Но Анания подчинился Божьему голосу и пошел наперекор своим страхам в дом, где находился Павел. Первое слово, которое услышал Павел в свой адрес от тех, кому он причинял столько зла, было слово «брат». Согласитесь, это весьма трогательно. Евангелие не только решает вертикальную проблему взаимоотношений с Богом, но и горизонтальную. Мы становимся частью тела Христа. И Бог использует ученика Анания, чтобы через него Павел мог прозреть. Зачем? Разве тот, кто сверхъестественным образом лишил Павла зрения, не мог тем же образом без содействия рук человека его вернуть? Конечно, мог, но Господь задействовал человека, чтобы преподать Павлу один из первых уроков его новой христианской жизни. Павел является теперь частью церкви, представителем которой был Анания. И Павел нуждается в церкви. А еще Павел будет служить с церковью и для церкви. Церковь, которую Савл неистово гнал еще совсем недавно, станет неотъемлемой частью новой жизни Павла от первых дней и до последних. Сегодня в моде становится нецерковное христианство. Хочу с уверенностью сказать, что для самого Павла это как оксюморон, словно сказать «холодный огонь» или «круглый квадрат». Думаю, сила убеждения такого христианства кроется не в самих убеждениях. Вообще очень сложно по-библейски их обосновать, но в желаниях сердец. Люди просто стремятся к независимости, хотят быть сами себе режиссером. Однако вы должны помнить, что Бог не знает религии одиночек, Он знает свою церковь. Кроме того, настоящее служение невозможно совершать в одиночку. Церковь — это не клуб супергероев Марвел. Церковь — это тело, где каждый орган нуждается во всех и все в нем. Служение возможно только в команде. И даже Павел, который обладал очень многими способностями и знаниями, нуждался в Анании, нуждался в Варнаве, нуждался в церкви в Иерусалиме, позже в Антиохии и так далее. Если вы когда-нибудь повреждали руку от неожиданного падения, то знаете, как это происходит. Вы идете, и вдруг ноги неожиданно спотыкаются о кочку, и вы начинаете падать. В это время остальные части тела взаимодействуют вместе, чтобы что-то предпринять. Мозг предупреждает об опасности, глаза выбирают место, где лучше приземлиться, и рука берет на себя всю силу удара от падения. Другая рука поддерживает ту, которая приняла на себя весь удар, чтобы не пострадало тело. Врач в итоге говорит: «Парень, вам повезло, если бы ты не подставил руку, то могло быть гораздо хуже». Но теперь давайте вообразим, что ваши части тела, руки, ноги, глаза и так далее, это независимые органы, которые заботятся только о себе. Все та же ситуация, вы падаете, споткнувшись ногами о кочку. Голова говорит: нужно что-то сделать, чтобы спасти тело. Левая рука: прими на себя удар. Левая рука отвечает: почему я? Я ничего плохого не сделала. Пусть правая рука расплачивается, если хочет. Правая рука отвечает: меня нужно поберечь. Во всем виноваты ноги и глаза. Я не обязана расплачиваться за всех. В разговор вступает нос. Пусть кто-нибудь сделает хоть что-нибудь. Кажется, я сейчас серьезно пострадаю. И тут вы со всей мощью своего тела грохаетесь прямо на камни. Возможно, эта история выглядит несколько забавно, но, друзья, наше тело
согласно Писанию, это образ церкви, тела Христова, в которой все должны взаимодействовать друг к другу. Поэтому за этим смешным примером стоит серьезная реальность. Отсутствие взаимной ответственности делает наше служение невозможным, а церковь слабой. Третий аспект – это испытание. И оно говорит об искренности нашего служения. Если пастор иногда говорит, что, возможно, вас в жизни ожидает испытание, то Павлу об этом сказал Иисус лично. В 16 стихе снова читаем: «Я покажу ему то, сколько ему предстоит пострадать из-за моего имени». Первые гонения начались уже в самом Дамаске. Поначалу соратники бывшего Савла не могли понять, что произошло с их предводителем. Но вскоре стало ясно, что Павел не столько стал учеником Иисуса, но и стал его свидетелем. Притом Павел, благодаря своим способностям, был очень ярким свидетелем о Христе. Поэтому вскоре ему пришлось убегать, а друзьям его спасать в корзине, словно Моисея. Но в Иерусалиме, куда он вернулся совсем другим человеком, ему долго не пришлось находиться. Он очень быстро нажил себе врагов и там. В итоге Павлу пришлось на время вернуться в родной Тарс. Если читать далее книгу «Деяний апостолов» и послание Павла, то испытания и гонения были постоянным контекстом его служения. Как с некоторым юмором сказал один проповедник, когда Павел приходил в какой-то город для служения, ему не нужно было узнавать, какие в нем гостиницы, но узнавать, какие в нем тюрьмы, поскольку он часто попадал именно туда. Испытания не доставляют нам радость, конечно, но все же в них есть польза, как для жизни, так и служения. Испытания проверяют и то, и другое на искренность. И вот несколько вопросов для вас. Готовы ли вы совершать служение, когда не видите плода, какой бы вы хотели видеть? Готовы ли вы совершать служение, когда труд не вознаграждается, а люди причиняют вам много боли? Готовы ли вы совершать служение, когда многие, допустим, сегодня из-за миграции покинули свои церкви, и тебе приходится трудиться втрое больше? Все это и другое проверяет даже не то, искренне ли мы в своем служении, но искренне ли мы любим Христа. Именно на этот мотив указал Иисус, когда предсказывал об испытаниях. Ему предстоит пострадать за имя Мое. Можете подчеркнуть эту фразу в своих Библиях. Если Он действительно ценен для вас, то вы найдете силы, чтобы перенести трудности в вашем служении. Если нет, то испытание это обязательно обнаружит. Четвертый аспект, можно назвать его служением, в фокусе которого Иисус. Богословски мы говорим о христоцентричности служения. Очень ясно передана суть служения Павла. И в Дамаске, в Иерусалиме, и далее по всему лицу Римской империи Павел будет говорить о Христе. Вся его жизнь будет сфокусирована на Нем. В реальности Павел в своем служении занимался, конечно, многими задачами. Он заботился о церквях, о разных людях. Он собирал деньги для нуждающихся в Иерусалиме. Он даже какое-то время шил палатки. И тем не менее, все это объединяло его страсть прославлять Христа. Вот как он сам обобщил свою жизнь, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, Филиппийцам 3:10. Чему это учит нас? Каким бы служением вы ни занимались, оно должно служить славе Христа. Во времена Павла было известное выражение «все дороги ведут в Рим». Но в Писании, в христианской жизни на самом деле все дороги ведут ко Христу. И все же сфокусированность на Христе не отменяет наших различных даров и нашего конкретного призвания. Об этом последний аспект служения по Павлу, мы его называем призвание. По-другому мы можем говорить о целенаправленности нашего служения. Призвание Павла было очевидным. Сам Иисус ему сказал: «Человек этот – мое орудие, которое избрал, чтобы возвестить имя Мое перед язычниками». Павел не только будет особым свидетелем о Христе, но непосредственно будет свидетелем для язычников. Он будет, так сказать, их апостолом. Возможно, именно по этой причине иудейский Иерусалим так недружественно его принял. Божье провидение возвратило его в языческий Тарс, а позже в сирийскую, тоже языческую Антиохию. И далее, как вы знаете, Павел совершал служение по всей Римской языческой империи. Возможно, вы скажете, Павлу понять свое призвание было легко.
А вот мне не приходит сообщение с небес о моем призвании. Во-первых, и призвание Павла еще долго утверждалось и проявлялось, для чего Бог использовал многих факторов и вовсе не сверхъестественные. Во-вторых, у нас есть Писание и непосредственно принципы Писания, которые вы можете использовать для понимания своего призвания. Другими словами, мы не оставлены в неведении в отношении того, какое служение мы должны совершать. Эти принципы можно представить в виде потоков одной реки, 5 потоков. Каждый из 5 потоков – это как некие принципы. Заметьте, не один принцип, не один поток, но несколько. И это говорит, чтобы понять свое призвание, нужно многие факторы. Можно понять только по ходу движения. Я просто их перечислю, это будет полезно для вашей жизни. 5 потоков – это дары, это жизненный опыт, это нужды, которые есть вокруг вас, это уроки личностного роста и, наконец, ваши желания. Допустим, возвращаясь к Павлу, мы очевидно видим, что у него были определенные дары и таланты, было какое-то образование, по всей видимости, раввинистическое, но у вас тоже есть свои дары и таланты. Подумайте о них. У Павла был свой жизненный опыт, который очень пригодился для служения в греко-римском мире. Но и у вас есть свой опыт, уникальный опыт, который может послужить служению. Рядом с Павлом были огромные нужды. Это языческий мир, который нужно было покорять Христу. И рядом с вами есть нужды. Возможно, объявление в конце собрания о нуждах церкви является призванием и для вашего служения. 4 поток – это уроки личного роста. У Павла было много разных вызовов, много трудностей, и все они помогали ему лучше возрастать в жизни и служении. И у вас есть свои испытания, свои трудности, которые могут послужить Его славе и понимание того, где именно вы должны совершать служение. И, наконец, желание. Конечно, у Павла было очень яркое желание совершать служение. Когда-то он говорил: «Горе мне, если не благовествую». Подумайте и о себе, взгляните в собственное сердце. К чему направлено оно? В отношении какого служения вы особенно горите? Пусть Господь благословит вас и ваш труд для Его славы. Чудный Спаситель, Тебе поклонюсь, имя святое хвалю, мой Иисус. Сильной рукой Ты творишь чудеса, все в Твоей власти, земля, небеса. Ты на кресте в страшных муках страдал, смерти оковы навеки попрал. Раны Твои исцеление дают, душам искупленным вечный приют. Кровью очищены, Боже, Твоей, жизнь наша стала богаче, светлей. Дай нам, Иисус, жить всегда для Тебя, в небо обитель прими нас, любя. Ты на кресте в страшных муках страдал, смерти оковы навеки попрал. Раны Твои исцеление дают, душам искупленным вечный
чудный Спаситель, Тебе поклонюсь, имя святое хвалю, мой Иисус. Сильной рукой Ты творишь чудеса, все в Твоей власти, земля, небеса. Все самое лучшее в нашей жизни начинается с наших отношений с Богом. Так было и у Павла. Яркий свет и жгущий совесть голос на дороге в Дамаск. Судьбоносная встреча для отдельного человека и Божий вклад в дальнейшее развитие проповеди Евангелия и организации церквей. Все это благодеющая рука Господа. Он удивительно мудр, проницателен и дальновиден. Даже мы сегодня, спустя сотни лет, черпаем для себя уроки служения и водительства. Итак, 5 аспектов любого служения Христу. Прозрение, церковь, трудности, фокус, призвание. Слушал нашего гостя и думал, нам нужно учиться постоянно смотреть на мир Божьими глазами. Нам нужно учиться пользоваться ресурсами церкви. Нам нужно учиться видеть в трудностях возможности. Нам нужно учиться фокусировать всю свою жизнь на Христе. Нам нужно учиться держаться своего пути призвания. Почему? Потому что времени мало, и служение Христу — это не я, а Он. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Сергей Дрозд. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224-020, город Брест 20, Беларусь. Присоединяйтесь к нам каждую субботу с 22:00 по минскому времени. Напоминаю, мы в эфире на средних волнах, частота 1035. Слушайте нас в интернете twr.fm и на ютубе TWR Беларусь. Пишите на адрес электронной почты rmtwr.by@gmail.com. Звоните. В будние дни с 10 до 18, код страны 8 10 375, код города 162, телефон 32 10 68. До следующих встреч и Божьих вам благословений. Вы слушаете программу «Тихие воды». Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою,
направляет меня на стези правды ради имени Своего. Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами. К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Сегодня мы будем говорить об одной особенной стороне жизни верующих людей – о посте. Вопросы о посте – одни из самых распространенных на беседах и встречах с верующими и неверующими людьми. Пост для многих людей окружен неким ореолом таинственности. Некоторые люди считают участие в постах символом особенной духовности. Для других, наоборот, пост – это бремя, возложенное на них церковью. Люди придерживаются строгих правил длительных постов, желая этим угодить Богу. В некоторых христианских конфессиях нарушение поста расценивается как серьезное религиозное преступление. А в других церквях, наоборот, посту уделяется мало внимания. Больший акцент делается на духовной близости с Господом, на вере, а пост расценивается как попытка угодить Богу делами. Где же истина? Нужно ли христианину поститься? И как поститься? На эти вопросы мы попытаемся ответить в нашей передаче. Посыпаем на чело пепел, да уносит все слова ветер, и с высокой мы кричим крыши, а Господь как будто нас не слышит. И с высокой мы кричим крыши, а Господь как будто нас не слышит. Я порадую постом стойким, чтоб не слыть мне хвостуном горьким, и во вретище себя одену, а под голову кладу полено. И во вретище себя одену, а под голову кладу полено. На лицо одену грусть, мину, и согну, Господь, свою спину, свою праведность несу на блюде, чтобы видели меня люди. Свою праведность несу на блюде, чтобы видели меня люди. Вы поститесь, ну а я не слышу, хоть кричите мне с большой крыши. Я таких, как вы, давно не знаю. Прочитайте о посте Исаю. Я таких, как вы, давно не знаю. Прочитайте о посте Исаю. Вы поститесь для своей плоти, по лицу потом других бьете. А мне нужно, чтобы вы смирились и любовью бы моей делились. А мне нужно, чтобы вы смирились и любовью бы моей делились. Ведь не выпросить зимой снега, а ты с голодным поделись хлебом. И кто должен, все ему простите, приходите и тогда просите. И кто должен, все ему простите, приходите и тогда просите. Будет громкий от коней топот, а я услышу даже твой шепот. Я все стены для тебя разрушу, если бедному отдашь душу. И все скорби я твои разрушу, если бедному отдашь душу. Напомню тему нашей передачи. Сегодня мы говорим о посте. Наше рассуждение мы начнем с истории, записанной в 7 главе книги пророка Захарии.
В 4-й год царя Дария было слово Господне к Захарии, в 4-й день 9-го месяца Хаслева, когда Вифиль послал Сарицера и Регем-Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря: «Плакать ли мне в 5-й месяц и поститься ли, как я делаю это уже много лет?» И было ко мне слово Господа Саваофа: «Скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?» Событие, о котором мы прочитали, произошло сразу же после окончания вавилонского пленения израильского народа. 70 лет назад в Израиле произошли трагические события. Народ, который именовался Божьим, на самом деле далеко отступил от Бога. Бог пытался образумить их через пророков, но они смеялись над ними, оскорбляли и избивали, а некоторых лишили жизни. Вскоре пришло возмездие, о котором предупреждал Бог. В Иудею вторглись армии вавилонского царя Навуходоносора. Жестокость халдеев не знала пределов. Позади них оставались дымящиеся развалины и выжженная земля. Некоторые роковые даты израильтяне запомнили особенно. Например, в 5-м месяце в Иудею пришел Навузардан, начальник телохранителей Навуходоносора, и сжег храм в Иерусалиме, все дворцы и большие дома. Стены вокруг Иерусалима были разрушены. Многие из израильских вождей были убиты, а простые люди переселены в Вавилон. Навузардан забрал всю священную утварь из храма. Археологи обнаружили в развалинах Вавилона барельефное изображение этой победы. На стенах Вавилона показаны гордые халдеи, которые несут семисвечник, священные сосуды и драгоценности евреев, а рядом идут подавленные пленники. В память об этих трагических событиях евреи согласились поститься. Все 70 лет пленения в 4-й, 5-й, 7-й и 10-й месяцах они постились, плакали и умоляли Бога о милости. Но вот Господь вновь явил милость Израилю. Евреям было позволено вернуться на родину и восстановить разрушенные города и храм. Посланники народа пришли к Захарии в 4-й год царя Дария. В это время храм был практически построен. Евреи тогда находились в затруднительном положении. То, о чем они молились и постились, сбылось. Как им теперь поступать с обетом, который они дали Богу? Нужно ли им было продолжать пост и молитву? Такой подход показывает, какие глубокие перемены произошли в иудеях за время пленения. Они стали серьезно относиться к Богу и своим обязательствам перед Ним. Я думаю, что послы народа пришли в присутствие Божье с чувствами людей, выполнивших тяжелую, но необходимую работу. Они как бы говорили Богу: 70 лет мы соблюдали посты, 70 лет мы умоляли Тебя, Господи, и теперь Ты ответил на молитвы и помиловал свой народ. А вот как нам быть дальше? Где-то в глубине души они, наверное, надеялись на Божье одобрение, ожидали от Него примерно таких слов: «Вы мои верные дети, я принял во внимание ваше смирение, идите с миром благословенные, радуйтесь жизни и служите Господу». Но Божий ответ был совершенно другим и, наверное, обескуражил делегатов. Господь задал им неожиданные вопросы. Когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите и не для себя ли вы пьете? Эти вопросы переворачивали все понимание событий и представление о посте и молитве. Для кого вы поститесь и молитесь? Для Бога или для себя? Эти вопросы обращены не только к собеседникам пророка Захарии. Ответ на них нужно знать и нам.
посте в Библии сказано достаточно много. Но интересно, что нигде в законе, который дан был Богом, мы не находим повеления о посте и о том, как его совершать. Известно только, что Моисей 40 дней не принимал пищи, когда на горе Синай общался с Богом. Первое упоминание слова «пост» в Священном Писании находится в 20 главе книги Судей, где написано, что израильтяне глубоко переживали о беззаконии, которое совершили потомки Вениамина. Из этого текста можно понять, что практика поста была в то время уже хорошо известна Божьему народу. Но как бы то ни было, читая Библию, мы видим, что Бог одобряет пост и молитву. Во 2 главе книги пророка Иоиля мы читаем: «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». Иисус также сказал, что после Его вознесения ученики будут поститься. Придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Пример поста дал нам и Господь Иисус Христос, который начал свое служение 40-дневным постом. Внешне пост выражается в добровольном воздержании человека от пищи и некоторых жизненных удовольствий на определенное время. Формы поста могут быть разными. Это может быть полное воздержание от пищи и воды. Так постились Моисей, жители Ниневии и Христос. В других случаях пост выражается в частичном ограничении в пище. В 10 главе книги пророка Даниила написано: «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней, то есть 3 недели. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». Пост может быть различной продолжительности. Во время постов в древние времена люди одевались в траурную одежду, в ретище, не умывались и посыпали головы пеплом. Это символизировало смирение и сокрушение человека. Но гораздо более важна внутренняя сторона поста. Именно на это обратил внимание Господь через пророка Захарию. Суть поста выражается в смирении человека перед Богом. Чаще всего люди назначают посты для того, чтобы получить ответ на какую-то особенную нужду. Иногда пост рассматривается как средство воздействия на Господа. Именно так понимали пост израильтяне. Они думали, что Бог должен помочь им в ответ на их мольбы, просьбы и пост. Но Господь указал им на истинную цель поста. Бога не нужно долго уговаривать или задабривать, желая получить нужный ответ. Намерение Господа в отношении людей всегда во благо, а не на зло, чтобы дать будущность и надежду. Бог есть любовь, и причины, почему Его любовь не может действовать в нашей жизни, причины наших бедствий и несчастий не в Боге, а в нас. Наши грехи разделяют нас с Богом и препятствуют Божьим благословениям прийти в нашу жизнь. Главная цель поста – это убрать преграды между нами и Богом. И нужно сказать, что пост – это очень могучее средство духовного восстановления. Неизменным спутником поста является усердная молитва. Во время поста мы ограничиваем и смиряем греховную плоть и предоставляем Богу возможность действовать в наших сердцах. А теперь мы посмотрим, для чего совершается пост. Первая цель поста – это покаяние и смирение перед Богом. Именно так постились жители Ниневии, которым проповедовал пророк Иона. В этом городе был издан указ не принимать пищи никому из людей и не кормить даже скот. Все жители города должны были плакать, молиться и исправить свои пути перед Богом. Также пост сопровождал духовное пробуждение израильтян, вернувшихся из вавилонского плена. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во всех грехах своих и в преступлениях отцов своих. Я думаю, что вы замечали, что во время поста почему-то больше всего встречается искушений.
Я думаю, что это из-за того, что во время поста обостряется духовная борьба. Все наши скрытые недостатки становятся явными. Бог указывает нам на них, чтобы мы могли освободиться от наших грехов и от всякой неправды. Очень интересной была цель 3-недельного поста у Даниила. Ангел, посланный к нему, сказал: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны». Говоря современным христианским языком, Даниил постился и молился о своем духовном возрастании. Он хотел глубже понимать Божье Слово и знать, как применить его в реальной жизни. Даниил понимал, что Бог противится гордым, а смиренным дает благодать, и поэтому постился, чтобы смирить свое сердце перед Богом. Давайте подумаем о себе. Согласились бы вы 3 недели поститься и молиться о смирении и о понимании Священного Писания? Пост Даниила был угоден Богу, и он послал одного из самых сильных ангелов, чтобы утвердить его. Во 2 главе Евангелия от Луки мы читаем о старице Анне, которая постом и молитвой служила Богу. Я думаю, что здесь речь идет о молитве ходатайства. Анна и другие праведники составляли духовный противовес неправильной жизни остального народа. Подобно Аврааму, который просил Господа о Содоме, они умоляли Бога простить и помиловать беспечных людей. Пост и молитва сопровождали служение первых христиан. В 13 главе Деяний написано: «Когда они, то есть церковь в Антиохии, служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Без сомнения, секрет успеха Первоапостольской церкви открывается именно в этих словах: «служили Господу и постились». Пост показывает нашу особенную нужду в Господе, устраняет преграды для служения и содействует тому, чтобы Бог действовал с особенной силой. Очень часто можно слышать критику в адрес служителей. Многое не успели сделать, а что сделали, то не так. Друзья, сколько мы постились и молились о тех, кто совершает служение. Без поста и усиленной молитвы невозможна победа в духовной борьбе. Когда Иисус находился на горе Преображения, его ученики пытались сразиться с духами зла, которые мучили молодого юношу. Но их попытки изгнать демонов были безуспешными. Пришел Христос, и молодой человек получил освобождение. Апостолы спрашивали у Господа, почему злой дух не подчинился им. Христос ответил, что этот род невозможно победить без поста и молитвы. Может быть, вы испытываете какие-то духовные проблемы, депрессии, навязчивые мысли и желания, давление со стороны дьявола. Очень сильное средство для победы над дьявольским влиянием – это пост и молитва. Очень хорошо, если в борьбе вас поддержат опытные христиане, может быть, служители церкви. И, конечно же, пост и молитва совершаются в особенных переживаниях. Есфирь просила поддержать ее именно таким образом, в решающий момент, когда на чаше весов находилась ее жизнь и судьба всего израильского народа. Давид постился об исцелении своего ребенка. Ездра назначил пост перед трудным переходом из земли вавилонского пленения на родину. Наверное, многие из наших слушателей также имели особенные дни смирения перед Богом, когда мы ожидали от Него помощи в бедах. О том, как должен совершаться пост, написано в 58 главе книги пророка Исаии. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою,
когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом твой. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Во-первых, правильной должна быть цель поста. Пост, который совершается для распри и ссор, это не более чем голодовка протеста. Бог на такие авантюры внимания не обращает. Также во время поста мы должны обращать внимание не на внешнюю форму, а на свое сердце. Прежде всего следует просить у Бога указать нам, что неправильно в нашей жизни. Скорее всего, нам не просто придется пересмотреть кое-что в своей жизни, но придется предпринять некоторые действия. Разреши оковы неправды, которыми скована твоя духовная жизнь. Развяжи бремя неприязни или давления, которое ты оказываешь на других людей. Отпусти угнетенных на свободу. Может быть, ты уже долгое время не можешь кого-то простить. В день поста отпусти измученных на свободу. Прояви любовь к людям не на словах, а на деле. И тогда тебе не нужно будет упрашивать Бога ответить на твою молитву. Воззовешь, и Он ответит тебе. В 6 главе Евангелия Матфея Христос предостерегает от лицемерных постов. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Пост не совершается с целью показать высокую духовность. Он должен служить для приобретения истинной духовности. Много еще хотелось бы сказать о посте и молитве, но время неумолимо спешит вперед. Пусть благословит вас Господь и научит правильно использовать могучее духовное оружие, данное самим Богом – пост и молитву. Будьте людьми молитвы. В жизни часто не милой и такой быстротечной. Дай мне, Господи, силы для молитвы сердечной. Дай мне, Господи, силы для молитвы сердечной, чтобы мог я стреножить злого беса гордыню, чтобы мог я умножить славу Божию в пустыне, чтобы мог я умножить славу Божию в пустыне, чтоб до самой могилы Слово Божье я слушал. Дай мне, Господи, силы и возьми мою душу, где блуждают зорницы, славоблудья оковы. Дай мне силы пробиться к свету Божьего слова. Дай мне силы пробиться к свету Божьего слова, чтоб до самой могилы Слово Божье я слушал. Дай мне, Господи, силы
и возьми мою душу, чтоб до самой могилы Слово Божье я слушал. Дай мне, Господи, силы и возьми мою душу. Жизни часто не милой и такой быстротечной. Дай мне, Господи, силы для молитвы сердечной. Дай мне, Господи, силы для молитвы сердечной, чтоб до самой могилы Слово Божье я слушал. Дай мне, Господи, силы и возьми мою душу. Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик. Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу: программа «Тихие воды», почтовый ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест 20, Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц. По вторникам в 22 часа 15 минут в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц. И круглосуточно в интернете на сайте twr.fm. И в Ютубе на канале «Трансмировое радио Беларусь». Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес rmtwr.by, значок @gmail.com. Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня». Мир вам, дорогие друзья! В прошлый раз мы говорили о христианской семье на основании послания к Ефесянам, о том, какое важное место занимает семья в Божьем плане спасения человечества. Сегодня, так сказать, спустимся с неба на землю, посмотрим, как это положение влияет на наши отношения, чем семья христианская отличается от семьи нехристианской. Первое отличие – это ценность семьи вообще, в том числе выраженная в ценности детей, готовности принимать их в семью. Мы видим эту ценность в самом создании брака, где Господь повелевает плодиться и размножаться, и в благословениях, которым представлено рождение детей и жизнь в семье. Я бы даже сказал о ценности многодетной семьи, готовности жертвовать ради семьи, жены, мужа, детей. В одной церкви решили проводить кулинарные курсы, учить готовить молодых сестер. И одна сестра говорит: а зачем я вообще должна готовить и учиться этому? Мы будем кушать в кафе. Действительно, перед некоторыми молодыми сестрами стоит вопрос. Еще неизвестно, буду ли я мамой. Но если и буду, почему я должна работать на других, жертвовать собой, помогать кому-то в осуществлении его целей? Я имею ценность сама по себе. Здесь нужен баланс. Каждый индивидуален, имеет свои способности и дары, но не ценой пренебрежения семьей. У нас есть, как говорят, своя идентичность, которая заключается в нашем имени, но есть и общая, которая заключается в фамилии, и надо уравновесить их. Ценность семьи проявляется и в сохранении и культивировании разных семейных традиций. В то же время ужина, приготовление ко сну, прием гостей, как накрывать на стол, что подавать, где усаживать, традиции совместных поездок. Кто-то часто ездит отдыхать, тем самым показывая, что главной ценностью является отдых. Мы регулярно ездим и далеко посещать родственников, показывая, что родственные узы имеют ценность, что нам важно общение. Кстати, вопреки принципам современной культуры, семьи должны развивать чувство родства и уз с дальними родственниками. Никто не должен изолироваться. Рождение, брак и смерть касаются всей семьи, а не только отдельных лиц. То есть мы продвигаем ценности как на примере отдельной семьи, так и расширенной, которой мало места осталось в нашей культуре. Христианская семья ценит христианские обычаи и традиции, особенно те, которые связывают семью с верой. Есть просто семейные традиции, например, совместный ужин. Думаю, в последнее время мы теряем эту ценность. Члены семьи редко бывают вместе. Дом в сущности становится гостиницей, куда приходят переночевать. У каждого своя работа, свой круг общения с коллегами, одноклассниками, свои интересы. Но ценность семейного общения должна сохраниться хотя бы за ужином. Совместный ужин – это не просто физический акт поглощения пищи. Это собрание, это поклонение Богу, это время обучения. Но для нас, как верующих, важны христианские традиции. Например, израильтяне использовали Пасху для ежегодного семейного празднования Божьей благодати. Так христиане должны использовать религиозные праздники, традиции, чтобы развивать чувство духовной общности с предшествующими поколениями и сохранять память о божественной благодати, развивать традиции, которые показывают Божью благодать в нашей семейной жизни. Может, отпраздновать духовный день рождения, ответ на молитвы. Мы также можем поклоняться в особые моменты семейной жизни. Рождение ребенка, возвращение из больницы, новая работа, выпуск. И хорошо, если праздник будет связан с наставлением. Естественно, хорошей христианской традицией является чтение Библии и молитва, о чем мы не так много ревнуем в последнее время. В семье передаются разные навыки: чистить зубы, застилать кровать, правильно ставить обувь и поклоняться Господу. Поэтому мы думаем, а сколько времени у нас уходит на молитву? Видят ли дети, что я читаю Библию? Третья характеристика христианской семьи
ценность христианского образа жизни. Здесь мы задаемся вопросом, что для нас важнее всего? Образование ребенка, достойная работа, хорошая специальность или воспитание в учении и наставлении Господнем, верность Богу, послушание, жизнь со Христом? Один из вопросов, о котором я думаю в нашем контексте. Молодежь уезжает в большие города, мигрирует. Но, к сожалению, в этом процессе много пропавших без вести. И я думаю, родителям и церквам надо серьезно озаботиться своими детьми и членами церкви, чтобы они не рассеялись, чтобы остались в Божьей церкви. В любом случае, детей придется отрывать от себя, мы их не удержим. Они разлетятся рано или поздно, у них своя жизнь. Поступят в вуз, кто-то уйдет в армию, попадут в не очень хорошую компанию. Я сам это пережил в своей жизни. Тут уж только на милость Божью надеемся. Но хорошо, когда родители думают об этом, наставляют юношу в начале пути его. Перейдем, однако, к 4 принципу. Христианская семья служит в церкви. Не только муж и жена, но вся семья привлекается к совместному труду. Даже дети многое могут сделать для Господа. Жертвовать десятину из своего дохода, посетить вместе с родителями больную старицу, в чем-то помочь ей. Дети могут готовить открытки, складывать конверты, посылать письма, готовить вместе дома и в церкви, участвовать в музыкальном служении церкви, помогать в проведении занятий в воскресных школах и так далее. Конечно же, ценность церкви проявляется и в посещении собраний. Для нас это осталось одним из самых ярких воспоминаний. Путь не был коротким и легким. Сначала пешком и на велосипедах, потом на автобусе по ухабистой лесной дороге, затем пешком еще 4 километра, даже чуть больше. После собрания в обратном порядке. Но мы видели, что собрание для родителей важно, что оно стоит того, что оно имеет значение. В первой книге Царств описана семья Елканы. Он постоянно ходил с семьей на собрания. И далеко ходил. И без общественного транспорта, да еще и с маленькими детьми. И последнее. Ценность воскресного дня. Дуайт Муди говорил: «Покажите мне нацию, отказавшуюся от соблюдения воскресного дня, и я покажу вам нацию, которая приходит в упадок». Можно процитировать другого мыслителя. Если вы хотите уничтожить христианство, вам нужно отменить воскресенье. Я хочу обратиться опять к личному свидетельству. У меня были верные и посвященные родители. Отец уже с Господом, мать еще продолжает молиться за детей. Они больше учили нас примером. С точки зрения богословия не было большой глубины и разнообразия. О тонкостях и толкованиях книги Откровения мы не спорили. И родители ничего не говорили об ограниченном искуплении, кальвинизме и арминианстве. Но что я знал твердо? Что Бог сотворил мир, грешить, в том числе пить, курить, ругаться, играть в карты нельзя. Надо покаяться и принять крещение. У нас есть уверенность в спасении. Да, еще надо быть верным в браке и заботиться о семье. А еще я знал, что в воскресенье нельзя работать и надо ходить на собрания. Это была простая, но очень важная истина. Она отличала нас от неверующих семей. Для чего используется воскресенье в вашей семье? Это просто день отдыха, день развлечений, день обучения или день, посвященный Богу? На что мы должны тратить этот день? В нашем вероучении мы так отвечаем на этот вопрос. Воспоминание и празднование победы Христа, особенно воскресный день, должен быть посвящен участию в собраниях и вечере Господней, общению, прославлению Бога, жертвенности и проявлению христианской любви в делах милосердия, а также отдыху. Жизнь со Христом проявляется в конкретных делах и ценностях нашей семьи. Ценности богослужения, ценности воскресения и служения Богу, ценности христианского образа жизни. Пусть Господь благословит ваши семьи, дорогие друзья, чтобы они были как светильники в этом мире, и через них прославлялся Бог. Семья, как крепость, созданная Богом,
Она живет и радует собой, коль жизненна начатая дорога благословенна Господа рукой. Какое счастье слышать голос детский и радостный, и беззаботный смех, и малышам передавать в наследство любовь души и доброты успех. Великий Бог, Господь путеводитель, благослови все семьи на земле, веди в Твою небесную обитель, живя в Тобою созданной семье, веди в Твою небесную обитель, живя в Тобою созданной семье. Есть счастье в том, чтоб жертвовать собою и звезды гаснущие зажигать, идти вдвоем нелегкою тропою, тропою под названием любовь. И несмотря на камни и преграды и трудности на жизненном пути, все ангелы счастливым семьям рады и открывают ворота любви. Великий Бог, Господь путеводитель, благослови все семьи на земле, веди в Твою небесную обитель, живя в Тобою созданной семье, веди в Твою небесную обитель, живя в Тобою созданной семье. Наша передача подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу. Программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224-020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа для женщин «Суламита». Программа «Суламита» вновь в эфире, и я, ведущая Елена Делюк, рада снова встретиться с вами. Приветствую всех слушателей программы. Приветствую тех, кто удобно расположился у приемников, и тех, кто слушает нас в интернете. В наш век развитие технологий достигло такого уровня, что сейчас нам и представить трудно, как это раньше мы обходились без мобильных телефонов, без интернета. Не могли раньше с улицы или из магазина позвонить, посоветоваться, что покупать, уточнить местоположение, если ошиблись с адресом. Да и найти нужную информацию стало гораздо проще, чем было когда-то. Не нужно листать телефонные справочники, не нужно часами просиживать в библиотеке, готовясь к реферату. А можно просто набрать в поисковике несколько слов, и вам на выбор предложат множество сайтов по теме, которая вас интересует. Какое удобство! Но, как оказалось, есть и минусы в таких, казалось бы, хороших и доступных средствах получения информации. Не все так однозначно, как это любят сейчас говорить. Так что же плохого в том, что информационные технологии достигли такого прогресса? Все дело в зависимости, в которую попадают люди, не способные контролировать свое времяпровождение в сетях интернета. И об этом я предлагаю вам послушать беседу Веры Гвоздь, которая называется «Между двумя мирами». В 1964 году польский писатель-фантаст Станислав Лем задался вопросом, как создать действительность, которая для разумных существ, живущих в ней, ничем не отличалась бы от нормальной действительности, но подчинялась бы другим законам. То, что казалось таким нереальным всего 50 лет назад, существует сегодня как естественная среда обитания практически каждого человека любого возраста. Благодаря информационным технологиям, наряду с миром материальным и духовным, появился мир виртуальный, искусственно созданный, построенный посредством программирования на основе компьютерных технологий. Виртуальность, от латинского «virtualis» – «возможный», это объект или состояние, которые реально не существуют, но могут возникнуть при определенных условиях. Виртуальную реальность можно характеризовать как бытие, допускающее множество вариантов и сценариев развития событий. И это неплохо. Такая ненастоящая реальность применяется для обучения профессиям, где эксплуатация реальных устройств и механизмов связана с повышенным риском либо с большими затратами. Пилот самолета, машинист поезда, диспетчер, водитель, горноспасатель и тому подобное. Технологии виртуальной реальности широко применяются в различных областях человеческой деятельности. Проектирование и дизайне, добыче полезных ископаемых, военных технологиях, строительстве, для создания тренажеров и симуляторов, в маркетинге и рекламе, индустрии развлечений. Часто в развлекательных целях пользователям виртуальных миров позволяется больше, чем возможно в реальной жизни. Например, летать, создавать любые предметы и тому подобное. В результате виртуальный мир настолько вошел в нашу жизнь, что порой для нас стирается грань между миром реальным и вымышленным.
Мы с интересом следим за чудесами техники, развиваем свой кругозор, повышаем образованность, читаем книги, слушаем музыку, играем в онлайн-игры с друзьями. И все это через интернет, виртуально. Билборды, телереклама, реклама в метро предлагают нам все более выгодные тарифы для пользования интернетом. Повышается скорость передачи данных, добавляется бесплатный интернет в кафе, метро, такси или маршрутках. Нас просто как в воронку засасывает виртуальная реальность. Наше общение друг с другом сошло до уровня смайлика или забавной картинки в Вайбере. Вы не задумывались, почему социальные сети сегодня так популярны, ведь их выбирают миллиарды пользователей? Мы зависим от общественного мнения, от того, что о нас думают другие. Какие фотографии мы выкладываем в Инстаграм? Самые неудачные или те, которые нам нравятся? Что мы чувствуем, когда наши фотографии набирают лайки? Быть может, мы хотим их удалить? Конечно, нет. Этим мы пытаемся утвердиться в том, что что-то значим в этом мире. Современный мир таков, каков он есть, и мы должны быть готовы к его вызовам. Интернет – это кладезь информации, а мы тратим время на пролистывание ленты в соцсети. И опасность в том, что те минуты и часы, что мы проводим в сети, незаметно для нас складываются в годы и даже десятилетия. Никогда не решайте сложные конфликтные ситуации по телефону. Тем более не пытайтесь что-то выяснять через соцсети. При таком общении мы получаем о человеке ограниченные или искаженные сведения, потому что не видим мимики, не слышим интонации, не видим окружения человека. Вместо объективной реальности мы при чтении слов собеседника подставляем свою интонацию и придаем свою окраску написанному им. В реальной жизни мы говорим иначе и о совершенно других вещах. Виртуальная действительность точно так же полна искушений, как и реальная. Любой грех человек может совершить и в интернете, даже не выходя из дома. Никогда не раздвигайте границы морали в виртуальном мире. Невозможно спрятаться в вымышленном мире от реальных проблем. Нет такого понятия, как виртуальный грех. Все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет. Написано в послании Евреям 4 главе 13 стихе. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Евангелие Матфея, 6 глава, 22-23 стихи. Давайте выйдем из виртуального мира и станем посвящать свою жизнь правильным вещам. Рано или поздно, но реальная жизнь настигнет нас, и мы осознаем важность жизни здесь и сейчас. Давайте не будем ждать, когда отключат электричество, чтобы познакомиться со своими близкими. Чтобы не было, как в том анекдоте. Вчера отключили свет, 2 часа провел без интернета. Пообщался со своей семьей. Оказывается, очень приятные люди. Давайте общаться с соседями, навещать своих родственников, давайте смотреть на лица друг друга, когда едем в метро, в автобусе или идем по улице. Кому-то сказать приветливое слово или тепло улыбнуться намного приятнее, чем поставить лайк или перепостить новость. Разделите свою жизнь с окружающими вас людьми, оставьте добрый след в их сердцах. Это самая реальная жизнь.
Любите жизнь и славьте песни Бога, гоните прочь уныние и печаль. Да будет светлою грядущая дорога, да не смутит вас смерть и даль. Любите жизнь, как океан бездонный, она откроет красоту любви. Не отдавайте сердце помыслам холодным и пойте звонко гимн любви. Благодарю тебя за этот мир вокруг, ты любимый Бог, ты мой верный друг. Я готова жить, тебя любить и за жизнь свою благодарить. Любите жизнь, она подарок Бога. Любите жизнь, всегда творя добро. И если даже будет трудная дорога, прославьте Бога своего. Любите жизнь и славьте песни Бога, гоните прочь уныние и печаль. Да будет светлою грядущая дорога, да не смутит вас смерть и даль. Благодарю тебя за этот мир вокруг, ты любимый Бог, ты мой верный друг. Я готова жить, тебя любить и за жизнь свою благодарить. Благодарю тебя за этот мир вокруг, ты любимый Бог, ты мой верный друг. Я готова жить, тебя любить и за жизнь свою благодарить. Любите жизнь, 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 любите жизнь. Программа подготовлена по материалам женского христианского журнала «Надежда для себя». Свои отзывы присылайте, пожалуйста, по адресу: программа «Суламита», абонентный ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. И я напоминаю вам, что программы Трансмирового радио вы можете слушать и в интернете на сайте twr.fm, на ютубе ТВР Беларусь. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам Божьих благословений.
Вы слухаете Трансусветное радио. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мир вам, паважаныя слухачы. Разам з вами у эфіры Сергей Брыштель. Тэма сённяшняй размовы «Наша вера». Нядаўна мы з дачкой ехалі ў польскім цягніку па маршруце Гданьск-Варшава. Гэта быў новы досвед, бо ў купе знаходзілася 8 чалавек. Разам з намі ехалі 2 маладых чалавека з Нямецчыны. У іх у вушах былі якасныя і дарагія слухаўкі. Жанчына сярэдняга ўзросту сядзела з кнігай у руках, а яшчэ сучасная дзяўчына, мужчына-пенсіянер, жанчына-інвалід, якая спачатку чытала газету, а потым разгадвала крыжаванку. Я сядзеў і думаў, якія мы розныя, са сваімі планамі на дзень і мэтамі на жыццё. Але незалежна ад месца пражывання і сацыяльнага становішча нам усім патрэбныя вера і Евангелле. Неяк да нас у царкву прыйшоў малады чалавек. Жыве недалёка, ён праваслаўны. У нядзелю наведвае царкоўную службу, потым прыходзіць да нас пагутарыць. Гісторык па адукацыі, чытае Евангелле. Падчас размовы ён падзяліўся, што не мае сэнсу жыцця. Высветлілася, што нават у Бога не верыць. Менавіта веру Ісус шукаў сярод габрэйскага народа. На вялікі жаль, пахваліў за веру не вучняў, не кніжнікаў і фарысеяў, а язычніцу, жанчыну-хананіянку і акупанта, рымскага сотніка. Богу не важна, які ў цябе рэлігійны досвед, яму важна, ёсць у цябе вера ці не. Гэта разумеў апостал Павел, таму і жадаў дасягнуць Евангеліем усіх, каго толькі можна. Ён і яго супрацоўнікі ахапілі пропаведзю Евангелія ўсходнюю частку Рымскай імперыі. Царква, якая адпраўляла яго ў місіянерскае падарожжа і перад якой ён рабіў справаздачу, знаходзілася ў Антыёхіі сірыйскай. Але апостал глядзіць далей. Ён жадае распаўсюдзіць Евангелие на захад, у Ішпанію. У канцы свайго паслання да рымлянаў ён піша пра гэта. Для жыхароў таго часу гэта край зямлі. Яму патрэбна моцная абшчына, якая будзе гатовая садзейнічаць гэтай працы. І ён спадзяецца на царкву ў Рыме. Мы не ведаем, ці дасягнуў ён Ішпаніі, а вось у сталіцы імперыі ён апынуўся. Больш таго, нарадзілася такое каштоўнае пасланне. Мэта напісання растлумачыць Евангелие. Размова пра Евангелие заўсёды размова пра веру. Сёння мы будзем чытаць некалькі вершаў з першага раздзелу гэтага паслання. У першых 3 раздзелах Павел апісвае бядотнае становішча чалавека перад Богам і тое, што збаўленне нельга заслужыць з дапамогай закону. Патрэбна вера. Таму найперш дзякую Богу майму праз Ісуса Хрыста за ўсіх вас, што вера ваша абвяшчаецца ва ўсім свеце. Бо сведка мне Бог, якому служу духам маім у Евангелі Сына Яго, што несупынна узгадваю вас, заўсёды просячы ў малітвах маіх, каб некалі ўжо давялося мне з волі Божае прыйсці да вас. Бо я жадаю бачыць вас, каб даць вам нейкі дар духоўны дзеля ўмацавання вашага. Гэта значыць суцешыцца супольна з вамі верою адзін аднаго, вашаю і маёю. Наша вера вызначае наша жыццё. Раз так, тады як адрозніць веруючага чалавека ад няверуючага? Знешняе цяжка. Усярэдзіне такія людзі яшчэ як адрозніваюцца. Ці існуюць цалкам неверуючыя людзі? Па маім досведзе, не. 2020 і 2022 гады прынеслі ў наша жыццё больш веры пры планаванні. Калі я прызначаю сустрэчу ці думаю пра адпачынак, я не ведаю, што адбудзецца, але веру, што планы ажыццявяцца. Калі саджуся ў аўто, таксоўку, маршрутку, аўтобус, цягнік, самалёт, не ведаю, ці дабяруся да вызначанага месца, веру ў гэта. Калі раніцай расплюшваю вочы і устаю з ложка, сапраўды не ведаю, але веру, што зноў яго лягу. Я ведаю, што мяне кахаюць,
але толькі веру, што будуць і далей кахаць. Калі мы кажам пра біблейскую веру, гэта значна больш, чым чаканне і здагадкі. Вера – гэта першым чынам вырашаная праблема з грахом. Гэта жывыя адносіны з Богам і заўсёды крок наперад. Паслухайце прыклад пра веру Паўла. Яго пропаведзь – гэта не сядзі і слухай. Яго аповяд пра Бога праймае ўсё яго жыццё і планы. З верай у Бога ён злучае ўсе дабраславенні, мінулыя і будучыя. Мы прачыталі «Дзякуй Бога». Маю яго сведкай, служу яму, шукаю волі Божай. Павел быццам кажа «Мая вера злучана з Богом». Гэта прымушае нас задумацца над пытаннем «А наша?». Каб адказаць на гэта пытанне, трэба разабрацца, якая вера з'яўляецца біблейскай і заўгоднай Богу. 8 верш. «Найперш дзякую Богу майму праз Ісуса Хрыста за ўсіх вас, што вера ваша абвяшчаецца ва ўсім свеце». Першае. Нам патрэбна вера, якая услаўляе Бога. Павел цешыцца, што вера рымлянаў становіцца вядомай. Яны распавядалі іншым пра вялікія справы Божыя ў сваім жыцці. Вера рымскай царквы была прыкметнай на мапе імперыі. У сваіх братах і сёстрах з рымскай царквы Павел бачыў паслядоўнікаў Аўраама, а ў іх жыцці яго сляды веры. 9 верш. «Сведка мне Бог, якому я служу духам маім у Евангелі Сына Яго». Другое. Нам патрэбна вера, якая матывуе нас. Павел ужо засведчыў, што вера рымскіх вернікаў жывая і дзейсная. Дзякуючы веры ў Бога і яго Сына Ісуса Хрыста ёсць жаданне і натхненне распаўсюджваць Евангелие. Бог матывуе і Паўла. Для яго няма больш важнай справы, чым пропаведь. Я чытаю гэтыя радкі і думаю, ёсць хрысціяне, для якіх галоўнае не галоўнае. Між тым нам зразумела, знайшоў веру, дапамажы яе знайсці іншым. Мне распавядалі пра аднаго паважанага пастара, які аднойчы прыехаў у Беларусь. На сустрэчы яго папрасілі «Сфармулюйце мэту вашага жыцця». Ён адказаў «Гарэць, каб запальваць іншых». Менавіта такім было служэнне апостала, і ён набліжаўся да Бога, каб іншых набліжаць да яго. Такая мэта вартая для пераймання. 10 і 12 вершы. «Несупынна узгадваю вас, заўсёды просячы ў малітвах маіх, каб некалі ўжо давялося мне з волі Божай прыйсці да вас, бо я жадаю бачыць вас, каб даць вам нейкі дар духоўны дзеля ўмацавання вашага, гэта значыць суцешыцца супольна з вамі, веруя адзін аднаго, вашаю і маёю». Трэцяе. Нам патрэбна вера, якая аб'ядноўвае вернікаў. Павел заклікае нас да актыўнага ўдзелу ў жыцці адзін аднаго. У канцы мінулага года мы з сям'ёй ездзілі ў наведванне адной вясковай царквы. Па дарозе слухалі пропаведь Трансусветнага радыё. Яна была пра Варнаву. Хто не памятае, гэта не імя, а мянушка, сын суцяшэння. Ад габрэйскага Барнабе, сын, але той, які адлюстроўвае кагосьці, нейкую якасць. У нашым выпадку суцяшэння. Аднак сэнс грэчаскага слова той, хто гатовы прыйсці і дапамагчы змяніцца. Гэта задача Духа Святога, суцяшальніка. Такім было жыццё Варнавы ў Антыёхіі, у адносінах з вернікамі, Паўлам і Маркам. Ці не гэтаксама дзейнічае апостал Павел? У пасланні да рымлянаў у 15 раздзеле 29 вершы мы чытаем «Я ведаю, што, прыйшоўшы да вас, прыйду ў поўні дабраславення Евангелія Хрыстова». Што гэта за поўнае дабраславенне Евангелія? Не толькі вучыць, але і вучыцца. Ці гатовы я убачыць у верніках лепшых настаўнікаў? Ці гатовы я пры дапамозе Духа Святога і Слова зменьвацца? Вера вернікаў з Рыма услаўляла Бога, матывавала да служэння, аб'ядноўвала. Якія сляды пакідае мая і ваша вера? Веры огонек я берегу в своей душе.
что с небес от Господа сошел. Он живет в душе моей давно-давно уже, с той поры, как Бог меня нашел. В нем нахожу смысл бытия, с ним сердце сияет Божий свет, и счастья без него мне нет. Он освещает жизнь мою, ведь он добрый друг, помощник мой. Он мой огонек святой. С огоньком в душе не одиноко мне в пути, с ним и безопаснее идти. Он излечит душу и мир Божий подарит, если огонек еще горит. В небытие все отойдет, исчезнет богатство, слава вмиг растает, птицей улетит. Но унаследует со мной тот город желанный и святой. Он огонек живой. Нахожу смысл бытия, с ним сердце сияет Божий свет, и счастья без него мне нет. Он освещает жизнь мою, ведь он добрый друг, помощник мой. Он мой огонек святой. Божий огонек, то пламя истины святой, души одинокие согрей. И тебя, мой друг, согреет лучик тот святой. Только к Богу поспеши скорей. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лерееха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо к назиданию». Послание к Римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами. Шалом алейхим, Татьяна. Шалом всем, кто нас слушает. Шалом, Дима. Шалом, дорогие друзья. Сегодня мы продолжим говорить о третьей заповеди. Верно, Дима? Совершенно верно. Мы продолжаем размышлять над 10 заповедями, которые сам Бог своими устами произнес на горе Синай. Слова, которые впоследствии были написаны на 2 каменных скрижалях или плитках. Позже Моисей положил эти скрижали в ковчег завета, который хранился вначале в переносном храме, или, как это звучит на иврите, скиния или мишкан, а после хранилось в Бейт-Хамикдаш, или в храме, который построил царь Шломо, Соломон, или по-нашему Вифлеемский Соломон Давидович. Дима, вот я прочитала третью заповедь, и у меня возник вопрос. О чем мы будем сегодня говорить? Потому что, на мой взгляд, тут, в принципе, все очень ясно и понятно. Любой перевод Священного Писания с еврейского языка на какой-то другой язык – это попытка осмысления текста оригинала. И переводчик часто вкладывает свое субъективное понимание того или иного слова. Приведу пример. В послании к римлянам в 10 главе, в 4 стихе, греческое слово «телос» имеет несколько значений, одно из которых – конец, цель, завершение. Как ты думаешь, какое из них будет использовано в переводе? В большинстве случаев это слово переводится как «конец», а конкретно в этом месте Писания «конец закона Христос». Для многих евреев такая постановка вопроса не имеет смысла, так как для них понятие «конец закона» на самом деле означает «беззаконие». И теперь давай обратимся к языку оригинала для того, чтобы лучше понять, о чем говорится в третьей заповеди. Пожалуйста, прочти ее. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно». Дима, я когда сейчас читала эту заповедь, мне пришла в голову такая мысль. Что бы было с нами, если бы каждый раз, когда мы, не задумываясь, произносим имя Господа к месту и не к месту? И давай будем честными, делаем мы это достаточно часто. Наверное, нам всем было бы еще очень долго больно, а многим из нас пришлось бы еще и рот залепить скотчем. Да уж, я с тобой полностью согласен. Но мне кажется, скотча на всех не хватит. Поэтому я предлагаю нам все же заглянуть в язык оригинала и осмыслить, что же Моисей там имел в виду. Давай начнем разбираться со словосочетанием «не произноси». Если мы заглянем в еврейский текст, то увидим, сочетание «не произноси» имеет значение «не носи», «не поднимай», «не возвышай». Что бы это могло значить? Наверное, чтобы лучше понять текст, нам необходимо найти место Писания, где еще встречается это слово. А встречается оно в книге Исход в 28 главе, в 29 стихе, где написано: «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти у Господа». Здесь мы встречаем то же самое слово «носи». Очень интересно получается, правда? Оказывается, имя Господа можно носить. Вопрос. Как это понять? Не носи имени Господа Бога твоего напрасно. Как ты знаешь, у Бога есть особое имя, которое произносили один раз в году, когда первосвященник входил в святая святых. Это имя, с которым Бог открылся Моисею и которое провозгласил на горе Синай.
Об этом мы можем прочитать в книге «Исход» в 34 главе с 1 текста и ниже. Моисей просит Бога показать ему свою славу, и Бог говорит, что человеку невозможно увидеть его и остаться в живых. Но для Моисея было сделано исключение. Бог сказал, что прикроет его, когда будет проходить мимо Моисея. И в момент, когда Господь проходил мимо него, Бог провозгласил свое имя. Давай прочтем его. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 3-го и 4-го рода». Видишь, Татьяна, в этом тексте мы видим, каков наш Бог. И если мы говорим, что мы последователи истинного Бога, то мы должны стремиться отражать все эти качества, которых только что услышали. Именно поэтому 3-я заповедь звучит так: «Не носи имя Господа Бога твоего попусту или напрасно». Ведь если Бог человеколюбивый, а мы проявляем ненависть. Если Бог милостивый, а мы не проявляем милосердия. Если наш Бог долготерпеливый, а мы гневливы, то не позорим ли мы имя Господа таким образом? Или другими словами, мы Его имя носим напрасно или впустую? Интересно, что в Новом Завете апостол Павел пишет следующие слова, которые адресуют нашему еврейскому народу. В послании к римлянам во 2 главе Павел подчеркивает тот момент, что если мы претендуем на звание последователей Бога, но вместо этого делаем гнусные дела, то тогда мы носим имя Бога напрасно, попусту. И мы даем повод язычникам хулить и поносить Божье имя. А вот пример из истории церкви. Когда крестоносцы пошли в первый крестовый поход по дороге в Иерусалим, они вырезали целые еврейские общины. И тем самым они не только позорили имя Мессии, но еще и отворачивали евреев от Евангелия. Еврейский ученый Раши заявил следующее: «Если ваш Мессия таков, то я не хочу знать такого Мессию». Давай подведем некий итог нашего размышления. Нам серьезно следует относиться к тому, не как мы произносим имя Господа, а как мы носим имя Господа перед людьми. Мы должны задаться вопросом, не позорит ли моя жизнь Его имя, и не ношу ли я это имя напрасно или впустую. תודי לי ואני לא, תודי לי ואני לא, תודי לי ואני לא הרואה בשושנים. תודי לי ואני לא, תודי לי ואני לא, תודי לי ואני לא הרואה בשושנים. Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу: Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест, 20, Беларусь. До следующих встреч. Шалом. הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך, קומה אדוני, הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך, קומה אדוני, הושיעני אלוהי.
Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брыштель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Восіпа Турчыновіча. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Давайте пазнаёмімся з нашым гістарычным госцем. Сённяшні гістарычны госць – гісторык, які напісаў першую гісторыю Беларусі. Восіп Турчыновіч у 1857 годзе ў Санкт-Петербургу выдаў агляд гісторыі Беларусі са старажытных часоў. І гэта кніга стала падручнікам для вучняў гімназіяў на тэрыторыі Беларусі. Фактычна па ім вучыліся з сярэдзіны 19-го аж да пачатку 20-го стагоддзя. Вось такі ў нас сёння гістарычны госць. Раскажыце больш падрабязней пра навуковыя дасягненні Восіпа Турчыновіча. Восіп Турчыновіч, ён напісаў не толькі агляд гісторыі Беларусі, але ён займаўся відавочна і сельскай гаспадаркай, таму што ён напісаў гісторыю сельскай гаспадаркі ў Расіі са старажытных часоў да 1850 году. Ён напісаў таксама юрыдычны, такі гісторыка-юрыдычны трактат пра спадкаемцаў у старажытнай Русі. Таксама ён рабіў агляды для часопісаў «Отечественные записки» и «Современник» — это петербургскія часопісы, у якіх друкаваліся ягоныя артыкулы. Таму ягоны навуковы даробак ён даволі такі значны. Ну і прытым мы павінны сказаць, што пісаў свае кніжкі ён у даволі такім маладым узросце. Ён нарадзіўся ў 1824 годзе, і калі паглядзець час напісання агляду гісторыі Беларусі, напрыклад, то ён гэта напісаў ва ўзросце 31 году. І ў такім маладым узросце ўжо зрабіўся аўтарам першага падручніка па гісторыі Беларусі. Ну, гэта, канешне, паказвае, што ён быў чалавек неардынарны, таленавіты і здольны дасягаць сваёй мэты. Вы прыгадвалі кнігу па гісторыі. Цікава, гісторыя Беларусі вачыма Турчыновіча. Сапраўды, калі мы паглядзім на гэту гісторыю Беларусі, то мы можам таксама параўнаць гэта з ягонай уласнай біяграфіяй. Рэч у тым, што Турчыновіч — гэта шляхецкі род, які паходзіў з Ашмяншчыны, сучаснай Ашмяншчыны, Ашмянскага павету Віленскага ваяводства, Вялікага княства Літоўскага. І ў часы Расійскай імперіі было дзве галіны гэтага роду. І адна з іх засталася ў шляхецтве, пацвердзіла сваё шляхецтва, а іншая сталі прыгоннымі сялянамі. І вось бацька Восіпа, Вінцэнт Турчыновіч, ён пастаянна дапамагаў сваім сваякам, якія апынуліся запрыгоненымі, якія сталі проста сялянамі. Ён дапамагаў ім вярнуць шляхецтва. У гэтым сэнсе вось Восіп Турчыновіч, ён дапамагаў усяму народу вярнуць гісторыю. І вось гэта барацьба за сваё мінулае, таму што як аднаўлялася шляхецтва? Шукаліся старажытныя дакументы і паказваліся, што менавіта гэта галіна роду, яна належыць да дэпутацкай зборні мінскага дваранскага сходу. І калі гэта пацвярджалася, адсылалася ў Петербург. Шукалі гістарычныя дакументы. І відавочна, што і Восіп, ён пайшоў па шляху свайго бацькі толькі ў значна большым аб'ёме. Ён пачаў шукаць дакументы па ўсёй гісторыі Беларусі. І тут ён што зрабіў? Першы момант – гэта даказаў самастойнасць полацкага княства. Для яго Полацк – гэта такі першая беларуская дзяржава. Гэта выразна. Ён апісвае вельмі падрабязна. Там гісторыю Владзіміра Ірагнеды, гісторыю Ўсяслава Полацкага. Другі момант – гэта Вялікае княства Літоўскае і яго адносіны з маскоўскай дзяржавай. Ён, напрыклад, піша, што былі непростыя адносіны, гэта ў той час, у час Расійскай імперіі. Трэці момант – ён піша пра тое, што гісторыя Беларусі – гэта гісторыя самастойнага народа. А ў той час гэта патрабавала вялікай смеласці. Ён гэта пісаў пры Мікалаі I, калі былі не самыя спрыяльныя ўмовы. Хоць выйшла яна ўжо праз некалькі гадоў пасля смерці Мікалая I ўжо пры Александры II. І напісана, што дазволена цэнзуру. Значыць, ён пэўны час яшчэ прабіваў гэтае выданне. Ну і пісаў ўжо ў Магілёве, таму што ў Ашмянскім павеце ён нарадзіўся ў 1824 годзе, але, напрыклад, пэўную частку свайго жыцця ён пражыў у Магілёве, ён працаваў перакладчыкам у магілёўскім дэпутацкім сходзе, магілёўскім дваранскім дэпутацкім сходзе. І ў гэтым сэнсе ён быў службоўцам, такім чыноўнікам, але разам з тым і навукоўцам, спалучаў.
лагічнае пытанне, уплыў Турчыновіча на беларускую гісторыю. Сапраўды мы сёння павінны сказаць, што такі гісторык, напрыклад, як Уладзімір Пічэта, першы рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта, ён называе Турчыновіча першым самастойным беларускім гісторыкам. Мікола Улашчык, Мікалай Мікалавіч Улашчык, гэта зорка беларускай гістарыяграфіі, гісторык нумар 1 хіба што ў пасляваенны час. Ён кажа, што вось гістарыяграфія Беларусі, яна пачынаецца з Турчыновіча. Нягледзячы на тое, што ён там шмат запазычыў у іншых гісторыкаў, але ён быў чалавекам, які рэальна працаваў з гістарычнымі дакументамі і акрэсліў, напрыклад, межы Беларусі акрэсліў беларускую мову, акрэсліў самастойнасць палітычную Беларусі ў гісторыі. І ў гэтым яго найвялікшая заслуга. Улашчык гэта казаў у савецкія часы, калі кніга Турчыновіча, яна фактычна была недаступная для большасці чытачоў. Але праз гэтыя публікацыі ён сцвярджаў і слушна сцвярджаў, што, канешне, Турчыновіч ён зрабіў вялікі ўплыў на беларускую гістарыяграфію. Думаю, што, адказваючы на ваше пытанне, падсумоўваючы адказ, скажу, што ягоны ўплыў вялікі. Гісторыя Беларусі Турчыновіча, перавыданне і актуальнасць. Акрэсліць два моманты. Значыць, у 1859 годзе, праз 2 гады пасля выхаду гэтай кнігі, агляд гісторыі Беларусі са старажытных часоў, віленскі папячыцель навучальнай акругі, а яна ўключала ўсю тэрыторыю Беларусі, усе школы, гімназіі і так далей, ён аддаў загад закупіць гэту кнігу для ўсіх гімназіяў. І гэта кніга разышлася вось па школах, па гімназіях для дадатковага чытання. Не было такога асобнага прадмету, як гісторыя Беларусі, таму што Расійская імперія была. Была руская гісторыя. Было адно выданне, мы ведаем, у часе Расійскай імперіі. Быў вялікі наклад. Безумоўна, наклад у самой кнізе не пазначаны, але ён быў вялікі, бо на сённяшні час захавалася даволі шмат асобнікаў. Але 1857 год, ужо у пачатку 20 стагоддзя, было не так лёгка знайсці гэту кнігу. А ў савецкі час яе проста не было. Знаходзілася дзесьці ў бібліятэках, у асобных бібліятэках. І таму у час ужо незалежнай Беларусі, а гэта быў перыяд 2006 года, было вырашана перавыдаць яе. І ў выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя» пад грыфам «Помнікі гістарычнай думкі Беларусі» выйшла поўнае дакладнае перавыданне гэтай кнігі. І ў прадмове адзначалася, што вось кожны беларус павінен ведаць, прынамсі, пра існаванне гэтай кнігі, а яшчэ лепш яе прачытаць. Тым больш, што яна чытаецца вельмі лёгка. Часам яна чытаецца як займальнае апавяданне па гісторыі Беларусі. Таму, безумоўна, перавыданне ёсць на сённяшні момант, яно даступнае, і ёсць электронныя выданні. Можна чытаць, можна знаёміцца, трэба чытаць, трэба знаёміцца. Восіп Вікенцевіч заклаў падмурак вывучэння гісторыі Беларусі. Інтэлектуальна ён належаў да сталічнай школы гісторыкаў-юрыстаў, а сэрцам да Беларусі і беларусаў. Я даволі часта думаю над пытаннем, навошта вяртаць гісторыю людзям. Мой адказ – каб навучыць іх думаць. Уладзімір Караткевіч казаў, калі мы не падымемся самі, нас не падыме ніхто. Таму нельга пабудаваць будучае, калі не паглядзець сучаснымі вачыма на мінулае. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!
Трансмировое радио. Программа «Навигатор». Ваш путеводитель по Библии. Библия – это целый мир, в котором сложно разобраться в одиночку. Необходим опытный проводник. Пастор Александр Капустин более 30 лет изучает Священное Писание и преподает его в церквах и учебных заведениях. Отправимся вместе с ним навстречу новым открытиям, важным истинам, полезным урокам. Библия – удивительная книга. Чем дольше я ее изучаю, тем больше восхищаюсь. И чем глубже в нее погружаюсь, тем интереснее она становится. Навигатор поможет проложить лучший маршрут. Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем рассуждать над образом, который представил Христос иудеям. И сегодня поговорим про овец доброго пастыря. Во втором послании к Коринфянам есть интересный текст. Павел пишет, что для некоторых людей запах благовествования – это живительный аромат, а для других это запах отвратителен. Запах один и тот же, но реакция людей прямо противоположна. Подобное говорит и Господь. Овцы слышат голос пастуха и идут за ним, а другие не слушают его и не проявляют к нему никакого интереса. Почему некоторые люди не слушают голос Христа? И что обещает Господь своим овцам? Мир вам, друзья! Сегодня у нас третья беседа из серии «Пастух и овцы». Мы еще раз прочитаем притчу Иисуса из 10 главы Иоанна и затем отрывок из толкования. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овечий, но перелазит индя, тот вор и разбойник, а входящий дверью пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Все, сколько их не приходило передо мной, воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». И Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Вначале позвольте вспомнить рассказ евангелиста XIX века Дуайта Муди. Муди рассказывал: в Сирии один путешественник видел, как 3 пастухов одновременно привели стада к колодцу. Овцы устремились к воде и смешались в одно большое стадо. Путешественник с удивлением подумал: как же пастухи найдут своих овец? На Востоке люди темпераментны, и он ожидал, что они начнут ругаться друг с другом. Но вышло иначе. Когда овцы напились, один пастух закричал на арабском языке «Мен-а», то есть «за мной». Около 30 овец вышли из общего стада и пошли в его сторону. Второй пастух сделал то же, и его овцы пошли к нему.
а те, которые остались, принадлежали третьему пастуху. Путешественник захотел поставить опыт. Он попросил накидку и шляпу у первого пастуха, взял его палку и стал звать овец. Но сколько он ни кричал «мен-а», подражая пастуху, результата не было. Лишь некоторые овцы с любопытством и недоумением посмотрели в его сторону, но ни одна и не подумала пойти к нему. «Они ходят только за тобой?» – спросил путешественник пастуха. «Конечно», – ответил тот. «И что, овца никогда не пойдет ни за кем другим?» – допытывался путешественник. «Может пойти», – сказал пастух, – «но только если она больная. Здоровые овцы ходят только за своим пастухом». Сегодня у нас третья беседа из серии «Пастух и овцы». Я назвал ее «Овечий слух», поскольку именно об этом в первую очередь говорит Иисус. Мы уже третью передачу разбираем одну короткую притчу, которую Иисус представил иудеям в Иерусалиме. Это даже не притча в известном нам смысле. Как правило, в притчах Иисуса есть какой-то сюжет, интрига. А здесь и сюжета нет, просто картина. Пришел пастух, позвал овец, и овцы пошли за ним. Пришел чужой, позвал овец, и овцы, испугавшись, побежали прочь. Вот и вся притча. Это то, что иудеи наблюдали практически каждый день. Ничего нового, ничего удивительного Иисус им не сказал. Все настолько просто, что даже банально. И тем не менее, когда Иисус объяснил им свою аллегорию, одни заявили, что он бесноватый и бредит, а другие схватили камни, чтобы его убить. То, что говорит здесь Христос, друзья, это одно из важнейших учений Нового Завета. Он излагает истины, о которых велись споры на всем протяжении истории Церкви и которые не умолкают и сегодня, а между тем эти истины просты и понятны. Но таково уж человеческое сердце. Если оно не просвещено Святым Духом, если его не коснулся Бог, то эти истины для него абсурдны и даже кощунственны. Но если Бог открыл нам глаза и уши, то учение, которое излагает здесь Христос, будет для нас прекраснее ангельского пения и вкуснее самых изысканных блюд. 2 предыдущих раза мы говорили об Иисусе Христе. Ну а сегодня поговорим о Его последователях. Согласно учению Господа в этой главе, все люди в мире делятся на 2 группы или категории. Первая – это овцы доброго пастыря, или, если не пользоваться аллегорией, люди, принадлежащие Иисусу Христу. Вторая категория – те, кто не является Его овцами. Конечно же, вторая категория намного больше. Овцы Иисуса Христа – это малое стадо, рассеянное среди огромного количества других. И вот про этих овец мы узнаем несколько важных фактов. Первый и, пожалуй, самый главный факт – овцы знают голос пастуха. Отличительная черта овец Иисуса Христа – они узнают Его голос и идут за Ним. Эта мысль наиболее часто повторяется в 10 главе. Например, о том, что добрый пастырь полагает жизнь за овец, сказано всего 2 раза. А о том, что овцы слушаются голоса пастыря, целых 7. 3 стих. «Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его». 4 стих. «Идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, потому что не знают чужого голоса». И это от обратного утверждается то же самое. 8 стих. «Все, сколько их не приходило передо мной, воры и разбойники, но овцы не послушали их». 14 стих. «Я, пастырь добрый, знаю моих, мои знают меня». 16 стих. «Есть у меня другие овцы, которые не этого двора, и они услышат голос мой». И, наконец, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». То есть 5 раз Иисус говорит, что Его овцы слушаются Его голоса, и еще 2 раза о том, что чужого голоса они не слушаются, всего 7. Он явно обращает на это наше внимание.
Как узнать, что овца принадлежит именно этому пастуху? Нужно, чтобы он ее позвал, и все станет ясно. Британский журналист и путешественник Генри Воллам Мортон побывал в Палестине в 30-х годах XX века и написал книгу «По следам учителя», разошедшуюся тиражом в более чем 500 000 экземпляров. Среди прочего, Мортон рассказывает, как пастух в Палестине говорит со своими овцами. Иногда, это цитата, иногда он говорит с ними громким нараспев голосом, пользуясь странным языком, какого я никогда в жизни не слыхал. Впервые я услышал этот овечий голос за Иерихоном. Стадо овец спустилось в долину и начало взбираться на склон холма по другой стороне. Пастух увидел, что некоторые из овец отстали. Обратившись к ним, он заговорил с ними громким голосом на языке, на котором, вероятно, Пан говорил когда-то в горах Греции. Голос был животными звуками, произнесенными в особом порядке. Не успел он окончить свое обращение, как ответное блеяние прозвучало из стада, животные повернули головы в его сторону и скоро пошли за ним. Сегодня по всему миру звучит голос Иисуса Христа. Некоторые люди абсолютно никак на него не реагируют. Другие отвечают враждебно и агрессивно. О чем это говорит? О том, что они не являются его овцами. Они не знают его голоса, не испытывают ни малейшего влечения к нему. Но также есть и те, которых касается его зов. Те, которые узнают в нем что-то непередаваемо близкое и родное. Этот голос захватывает все их внимание, и они понимают, это тот, кто привел их в этот мир, и теперь зовет за собою. И они оставляют все, как некогда Петр и Андрей оставили свои сети, Левий и Матфей оставил свои деньги и идут за ним. Окружающие смотрят на них с недоумением, считают их ненормальными, фанатиками, а они не могут и не хотят сопротивляться этому зову, потому что они знают доброго пастуха. Может быть, еще не умом, но сердцем – да. Вторая важная истина – овцы Христа предопределены заранее. Это видно из стиха 16. «Есть у меня другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой». О ком здесь говорится? О язычниках, которые обратятся ко Христу в будущем. Пока они еще живут своей языческой жизнью в своих языческих странах и не знают, что случится с ними через несколько лет. Однако Христос говорит: «Они уже мои овцы, они у меня уже есть. Они еще не этого двора, я их еще не привел, но есть у меня другие овцы». Господь с уверенностью говорит, что они услышат голос Его. Почему? Потому что они Его, и Его голос зашит у них в генетической памяти. Когда они услышат Его голос, они отзовутся, потому что они изначально были Его овцами. Просто некоторое время были сами по себе. Интересный и запоминающийся случай, как исполнилось это предсказание Христа, есть в книге «Деяний апостолов». Павел и Варнава проповедовали Евангелие в Антиохии Писидийской. Местные иудеи стали возражать и оскорблять Павла. Тогда он провозгласил, что идет к язычникам. И дальше Лука сообщает: «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Деяния, 13 глава, 48 стих. Что значит «предуставлены»? Это значит «предопределены» или «предназначены». Это значит, что они были овцами Христа от самого рождения, но до тех пор еще не слышали Его голоса. А теперь Христос обратился к ним через апостола Павла, и они отозвались, с радостью откликнулись на Его зов. Позвольте привести более современную иллюстрацию. В 1952 году был издан фантастический роман американского писателя Альфреда Бестера «Человек без лица». Действие в нем происходит в 2301 году.
В основе сюжета лежит необычный феномен. С людьми произошла мутация. Но не со всеми. Некоторые представители человеческого рода обрели способность слышать мысли других. Причем этот феномен телепатии возникал неожиданно. У обычных родителей мог родиться ребенок-телепат. И наоборот, у одаренных родителей появлялись вполне обычные дети. Понятно, что эти телепаты довольно быстро осознали свое преимущество. Они назвали себя эсперами и создали особое общество – Лигу эсперов. Но как находить новых телепатов, не привлекая внимания остальных? Решение было простое и изящное. Например, сдают студенты экзамен. В аудиторию входит один из членов Лиги и посылает мысленный сигнал. После того, как вы сдадите экзамен, пройдите в класс номер 103. Обычные люди этого не слышали. Зато те, у кого был дар, у кого была мутация, слышали очень хорошо и после экзамена собирались в указанном классе. Там их встречали, и их жизнь радикально менялась. Они входили в особое общество, в привилегированный класс. Вот, друзья, это фантастическая иллюстрация того, о чем Иисус сказал 2000 лет назад. В нашем мире есть люди, обладающие сверхъестественной способностью слышать Его голос и идти за Ним. А есть те, которые ничего не слышат и ничего не понимают. Церковь – это те, кто услышал Евангелие не только ушами, но и сердцем, и пришел ко Христу. И в этом не их заслуга, это было им дано свыше. Как Христос сказал Петру: «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». По-гречески церковь – это экклесия, буквально собрание призванных или отозванных. В Новом Завете часто встречается однокоренное слово «призванные» – «клетой». И речь идет не обо всех людях, а о тех, кому пришла повестка от Бога, его особый призыв, такой, которым пастух зовет своих овец. Да, его голос раздается во всем мире, но только его овцы, предуставленные до создания мира быть его овцами, слышат этот голос и способны на него откликнуться. А другие ничего не понимают. Третья важная истина. Овцы Христа находятся в полной безопасности. Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Я не раз слышал мнение, которое я считаю совершенно неразумным и небиблейским. Говорят так: «Да, Господь хранит нас от дьявола, от злых людей, нас никто не похитит из Его руки. Но мы сами можем уйти от Христа. Нас никто другой не отлучит, но мы сами можем себя отлучить». Позвольте мне нарисовать перед вами такую картину, друзья. Представьте себе пастуха, который бережет овец от волков, от медведей, от воров, от разбойников, бьется насмерть, никому не даст ни похитить, ни увести, ни убить овцу. Но в то же время самим овцам предоставляет полную свободу. И если овце по ее овечьей глупости вздумается в лес погулять, то пастух говорит: «Ну, тут я ничего не могу сделать. У овцы свободная воля, пусть идет куда хочет». Вы можете представить себе такую картину? Я нет. Скажу больше, я, конечно, не пастух, может быть, не совсем прав, но кажется мне, что сама для себя овца представляет не меньшую, а то и большую опасность, чем воры и разбойники. Мы в Библии читаем, что овцы иногда отбиваются от отары, падают в яму или в колодец. Овцы неразумны, как и мы с вами, друзья. В духовном мире часто не видим опасностей и угроз. И если Христос обещает хранить меня только от внешних врагов, но не от меня самого, то бедный я человек. Я точно знаю, что обязательно куда-нибудь влезу и наврежу себе сам.
Если обетование Христа распространяется только на хищников и злодеев, то оно меня совершенно не успокаивает. Ну да, волк меня не украдет, так зато я вполне благополучно сам убьюсь. Нет, друзья, в притче Христа пастырь держит свою овцу на руках, и из этих крепких и добрых рук меня не только не вырвет враг, но из них по своей глупости не вырвусь и я сам. Еще одна мысль. Каждый год не только сотни тысяч человек присоединяются к поместным церквам, но также многие тысячи отпадают. Уходят в мир, попадают в различные лжеучения, поддаются искушениям. Их, конечно, меньше, но в каждой церкви есть не только крещенные, но и отлученные. Что можно сказать про этих людей? Они сами себя отлучили? Вырвались из любящих рук доброго пастыря? Не совсем так. В подавляющем большинстве случаев эти люди ушли, потому что на них оказали внешнее воздействие. Кого-то увлекли старые друзья, кого-то соблазнила соседка, кто-то польстился на заманчивые обещания лжеучителей. В большинстве случаев, когда человек уходит из церкви, мы можем пальцем показать на виновника, через которого соблазн приходит. Не было бы этого человека, то остался бы в церкви наш друг. Что же получается? Все же кто-то сумел похитить овцу из рук Христа? Нет, друзья, ни вор не похитил, ни сама овца не вырвалась. Просто этот человек никогда не был овцой Христа. Он на какое-то время примкнул к христианам, но не потому, что услышал голос доброго пастыря, а по каким-то другим причинам. Ну так, например, увидел, как хорошо живется овцам Христа и решил к ним пристать. А потом раздался чей-то еще более привлекательный голос, и он пошел туда. Христос подчеркивает, что его овцы знают его, слушаются его, идут за ним, а за чужим не идут, но бегут от него. И последнее утверждение Господа: те, кто не является овцами Христа, не поверят в Него. Это важный элемент учения Иисуса. Мы уже видели его в 6 главе, где Господь 2 раза говорил: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, если то не дано будет ему от Отца моего». И здесь Иоанн также представляет его, и для этого рассказывает о другой встрече Христа с иудеями. Дело происходит во время праздника обновления. Это праздник, известный как Ханука. Он был установлен в честь обновления храма во времена Маккавеев. И вот в словах Господа мы видим ответ, почему иудеев ничто не могло убедить. Почему они так и не поверили в Него? Есть разные ответы. Одни скажут, что эти люди ожидали другого Мессию, хотели, чтобы Мессия сверг римское иго, освободил Иудею. Другие скажут, что они слишком сильно любили свое положение в обществе и не хотели его терять. И это правильно. Они действительно хотели другого Мессию и любили свое положение, но главная причина была в другом. «Вы не верите, ибо вы не из овец моих», — коротко и ясно сказал им Иисус. Нам порою кажется, что если мы постараемся, то сможем убедить неверующих людей. Если мы представим им авторитетное мнение, исторические данные, логические рассуждения и неопровержимые доказательства, то они убедятся и поверят. И сами они нам об этом говорят. Но это заблуждение. Лучше, чем Христос, мы не скажем, больше, чем Он, мы не сделаем. Люди не принимают Христа не потому, что им не хватает фактов или логики. Они не идут за Ним, потому что они не Его овцы. Они не слышат Его голоса. Они не чувствуют Его зова. И как мы не будем стараться, ничего не поможет. Нужно, чтобы они были Его овцами изначально. И небольшой вопрос в заключение. Значит ли это, что те, кто сегодня не обращается ко Христу, это уже точно не Его овцы? Нет, не значит. Возможно, их время еще не пришло. Когда апостол Павел был еще Савлом,
хулителем, гонителем и обидчиком, он был похож не на овцу, а на волка, даже на льва, пожалуй. И тем не менее он пишет в послании к Галатам, что Бог избрал его от утробы матери. То есть овца там внутри была, только, наверное, крепко спала. Чтобы ее разбудить, голос доброго пастыря должен был прозвучать прямо с неба. И что же? Прозвучал и разбудил. И если сегодня люди не откликаются на Евангелие, не будем впадать в отчаяние. Добрый пастырь знает своих и знает, как и когда их позвать. В заключение небольшая зарисовка из Австралии. В Австралии одного человека арестовали за кражу овцы. На следствии он утверждал, что это была его собственная овца, давно пропавшая. Дело дошло до суда. И судья был в недоумении, не зная, как решить вопрос. Наконец, вот он, суд Соломона в наши дни. Он распорядился привести в суд овцу и попросил истца выйти за дверь и позвать животное к себе. Сколько истец ни звал, овца не реагировала, лишь испуганно смотрела по сторонам. Тогда судья велел то же самое сделать ответчику. Обвиняемый вышел за дверь, издал характерный зов, и, как вы уже, наверное, догадались, овца тут же оживилась и устремилась к двери. Было очевидно, что она узнала голос своего хозяина. Обвиняемого оправдали. Друзья, вы услышали голос доброго пастуха? Какое действие он произвел в вашем сердце? Отозвались ли все фибры вашей души на его Евангелие, на весть о спасении? Пошли ли вы за ним, несмотря ни на что и не глядя ни на кого? Если да, то вы его овца. Радуйтесь и прославляйте вашего доброго пастуха. Душа моя, Ава, Отче, я хочу, Господь, познать Тебя. Ава, Отче, нас благослови. Ты дал нам дар любви. Ава, Отче, восторгаюсь всей душой моей. Ава, Отче, о, прими хваление от детей. О, прими хваление от детей. Какое это утешение! Господь обещает нам вечную жизнь. Никто из овец не потеряется, и даже ту, что еще блуждает вдали от стада, обязательно привлечет голос пастуха. Он возьмет ее и никогда не выпустит из своих крепких и заботливых рук. Наша передача подошла к концу. С вами был Александр Капустин. До новых встреч!